Разговариваешь сам с собой, тебя называют шизофреником. Разговариваешь сам с собой в интернете – все, ты блогер. Не только о них, но и о таджикских музыкантах, бизнесменах, художниках и спортсменах, которые засветились в сети за прошедшую неделю, расскажем в сегодняшнем выпуске. Всем привет! Чья нога очутилась в кармане Занджабиль Бро? Мехрнигор продолжает мечтать о Болливуде. Как она проявляет свою любовь? Улыбаться он нас уже научил. Что дальше? На ютубе вышло новое видео Саидмурода Давлатова. Зуля Рахматова стала мультяшной супер-женщиной. Кто стоит за этим перевоплощением? Таджикские блогеры и музыканты отправились в Арабские Эмираты. Кто и зачем? Шухрух Юнусов рассказал о своем пении на итальянском балконе во время пандемии. Помните его? Напомним. Не знаете, куда вложить деньги? Карманы ребят Занджабиль Бро всегда к вашим услугам. Кстати, там очень и очень безопасно. Об этом мы узнали из нового видео известного дуэта. Хопа! Так, мелочь, пройдем дальше. Может, есть что интереснее? Хоп. Так. Опа, пора делать руки, валим. Эй, ты что тут потерял? Да так, мимо проходил, дай, думаю, загляну. Стоять, это карманная полиция. Че за? С какого кармана? Пацаны, вы попались? Вы чё, ребята, охренели? Занджабиль Бро – это двое ребят, которые делают прикольные вайны, актуальные в условиях нашей страны и наших реалий. Они отличаются продуктивностью и с постоянной периодичностью готовят авторский контент. На сегодняшний день у них чуть больше 37 тысяч подписчиков в Инстаграме, но мы уверены, что их успех впереди. А вы знали, почему в Индии самые крепкие браки? Потому что на свадьбу мужу дарят ружье, а женщине рисуют красную точку на лбу. Шутки шутками, но Мехрнигор всерьез подумывает об Индии, а точнее о Болливуде. Мехрнигор вернулась к исполнению каверов на саундтреке индийских фильмов. Не знаю, будут ли 30 слонов танцевать под эту песню, но поклонники певицы оценили ее новое видео, опубликованное в Инстаграме. А теперь, друзья, правую руку поднимаем и повторяем за мной. Если тебе тяжело... Ну давайте все вместе. Если тебе тяжело... Если тебе тяжело, улыбайся! улыбайся! Улыбайся и смотри новое видео на YouTube. На канале Ди-Фильм вышло очередное выступление известного бизнес-оратора Саидмурода Давлатова. Правда, в сети активно обсуждают не его стратегии, а самого Саидмурода. Тем, кто не в теме, расскажу, что это бизнес-тренер и писатель. В свое время прошел обучение у Мирзакарима Нарбекова, Брайана Трейси и Бодо Шефера. Стал успешен в более 30 видах бизнеса, а его авторские тренинги по личностному росту и ликвидации финансовой безграмотности проходят в 130 городах стран СНГ. Но вот на родине не все воспринимают его всерьез из-за его необычных личных методик. Вот совсем тяжело. Улыбайся. В душанбинском коворкинг-кафе «Паркинг» занялись созданием шаржей. Комические портреты выглядят достаточно шкодно. На странице, правда, нет информации о том, кто создает мультяшные портреты известных людей Таджикистана, но героев интересных портретов уже немало. Ими стали Рафаэль Гулов, Мубарис Субхонов, Умет Бабаханов. И несколько дней назад на страничке Parking Cartoons появилась новая работа, посвященная Зуле Рахматовой. Руководительница благотворительной организации Нури Фердавс изображена в костюме Супермена с плащом в национальном стиле и с младенцами в руках. Видимо, как дань уважения тому, что Зуля делает для малышей нашей страны. Многие жалуются на утечку мозгов из Таджикистана. А мы вот обнаружили утечку, нет, не мозгов, медийных персон. Кто и куда утек? Группа душанбинских певцов и блогеров отправилась в Дубай. Нишуна и Рустам, Зайнура Пулодова, Дусмурод Шарипов, известный под сценическим псевдонимом Дон Жуан, дружненько променяли Душанбе на Арабские Эмираты. Временно. Может, ребята просто захотели скрасить зимние каникулы, а может, они готовят в Эмиратах новый клип? Неизвестно. Зато самопровозглашенный Дон Жуан разглядел в местной локации что-то родное.
نه دوستان عزیز اینجا شنگم کبودیان خمونه اینا داشته کشو اینا چول اینا داشته کشو. После триумфа на AMC Fight Nights Нурулло Алиев решил не откладывать подготовку к следующему бою, который должен пройти уже совсем скоро, меньше чем через 2 месяца. Спортсмен отправился туда, где куют лучших в мире борцов – в Дагестан. Про сборы и подготовку Алиева в Хасавюрте сняли мини-фильм. Невзирая на свой юный возраст, Нурулло выходит на ринг с противниками разных возрастов и ничем не уступает им даже при существенной разнице в опыте. О том, как ему это удается, и рассказывает новый фильм. Любая девушка мечтает выйти на балкон, под которым серенада ей будет петь влюбленный парень. В следующей истории девушки не было, но балкон, парень и пение все-таки присутствовали. Оперный певец Шохрух Юнусов стал гостем шоу «Дурбин» на радио «Азия Плюс» и рассказал о том, как в марте прошлого года оказался на карантине в Италии. Помните, когда практически весь мир ушел на самоизоляцию, в Италии были введены жесткие ограничительные меры. Тогда молодой исполнитель из Таджикистана решил петь на балконе оперные арии и известные песни, чтобы не растерять навыки и порадовать своих соседей. И вот сегодня Шохрух пришел к нам на эфир и рассказал ведущему Орзу Исоеву о том, как балконное выступление принесло ему славу и известность не только в Италии, но и во всем мире. Помню, все ваши соседи аплодировали вам. Да, аплодировали, потом знакомились со мной посредством интернета, через балкон, а соседи постарше, узнав, что я в квартире один, отправляли мне еду. Видите силу интернета, силу социальных сетей? За день сделали вас знаменитым. Друзья, приобщайтесь к опере. Не нравится опера? Окей, всегда есть Chrome, Firefox, на худой конец Safari. Любой браузер сможет провести вас в виртуальный мир. Если не хочется погружаться в сети самим, мы это сделаем за вас. И уже через неделю вернемся к вам с новой порцией интересных новостей. Пока!